Я приветствую всех зрителей телеканала АТР. В эфире программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И в ближайший час мы будем говорить о самых актуальных событиях как в оккупированном Крыму, так и на материке и мире. И я представляю нашего гостя этого часа, Александр Краев, эксперт Рады внешней политики «Украинская призма». Приветствую вас. Добрый день. Очень долго в СМИ муссируется тема визита президента Украины Владимира Зеленского в США и встреча с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Вот давайте послушаем, что об этом сказал Дмитрий Кулеба, афишируя эту встречу. Он сообщил, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты будет 3 блока вопросов: политический, по безопасности и економічний. Давайте послухаємо цитату. Будуть обговорюватися абсолютно всі опції, у тому числі і такі, які зараз не знаходяться у публічному просторі, і їх не обговорюють експерти. Але ідеї у нас є. Ми їх промовляли зараз під час візиту до Вашингтона. Безумовно, президенти теж про це говоритимуть. США зараз відкриті для обговорення будь-яких ідей, пов'язаних з припиненням російської агресії проти України. Но при этом еще Дмитрий Кулеба говорил, что у нас с Соединенными Штатами Америки стратегическое партнерство, и его нужно выводить на новый уровень. Давайте обговорим, собственно, поговорим и про даты этого визита, потому что они постоянно откладываются, постоянно вокруг этого много шумихи. Ну и, собственно, и о том, с чем туда должен поехать президент. По поводу дат, действительно, вопрос очень важный, потому что, как мы помним, Киев очень долго заявлял, что это будет конец июля, скорее надеясь на это. Вашингтон всегда говорил, что это будет на протяжении лета в любой удобный момент. Момент действительно удобен, но исключительно для администрации Байдена. Почему? Во-первых, он выводит ее из-под удара по поводу вопросов о Северном потоке, потому что уже пройдет достаточно времени для нормального реагирования, и это не будет острой темой. Во-вторых, это выводит ее из-под удара по вопросам Крымской платформы. То есть, почему не представительство самого высокого уровня, почему только на уровне министра транспорта и так далее и тому подобное. Кроме того, лично для Байдена эта дата хороша тем, что Конгресс в этот момент будет на конгрессовых каникулах, как это называется, США, до 20 сентября. Почему это важно? Потому что Байден сейчас пытается монополизировать внешнеполитический вектор и успеть выполнить свою повестку дня. Потому что выборы промежуточные в Конгресс 2022 года обещают почти 60% на победу республиканцев в обеих палатах. Потому, по сути, у Байдена остается вот этот небольшой лаг в полгода, когда он действительно может воплотить свою внешнюю политику. Потому такая дата визита для него более чем удобна. Что касается тематик, набор достаточно стандартный. Меня, конечно, очень интригует, что же там мог подготовить наш МЗС и вообще наша делегация. Такого, что мы еще не обсуждаем. Хотя, опять-таки, эксперты обсуждают довольно смелые решения. Например, как будет подаваться идея расширения стратегического военного партнерства. То есть это будет идея основного союзника вне НАТО, которая достаточно токсична для нас. Это будет идея новых тренировок во время Запада 2021 года, которая для нас будет прямой угрозой. Это будет новые поставки вооружения. Что угодно может быть. И поэтому действительно тут можно ждать многого. В экономике немного более сужены наши рамки, так как мы развиваем стандартный для нас трек уменьшения тарифов, сокращение количества взаимных проверок и расширение, в принципе, поставок, особенно сырьевого ресурса, если со стороны Украины. Политически главным вопросом для нас остается и в контексте Донбасса, и в контексте наших отношений это назначение посла и потенциал назначения спецпредставителя Белого дома по вопросу регулирования на востоке Украины. Очень интересным ходом с нашей стороны будет объединить эти 2 поста. Как, например, это планировали при Трампе сделать, когда назначали Кита Дейтона. Но в действительности это хорошо, что остается много открытых вариантов. Мне нравится то, что наши представители делегации готовы обсуждать расширенный пакет переговоров, и потому действительно из этого может быть какой-то результат. Каким будет тон? Вот почему Байдену это выгодно? Понятно, там будет политическое затишье, и какие-то возможные риски, связанные с этой встречей, будут сглажены. Почему это невыгодно нам в это время?
с одной стороны, это невыгодно, потому что, как я уже говорил, меньше сотрудничества нашего высокого представительства с Конгрессом. А именно Конгресс, я напомню, отвечает за распределение оборонного бюджета, за продление и расширение определенных санкционных режимов. Также Конгресс отвечает за широкую поддержку наших реформ. То есть экономическая и политическая поддержка украинских реформ – это в первую очередь решение Конгресса, которое только потом утверждается Белым домом. То есть фактически с этой точки зрения встреча Зеленского с украинским кокусом, то есть с объединением и конгрессменов, и сенаторов, которые поддерживают Украину, была бы очень выгодна, даже чисто с информационной точки зрения. Но так как этого не произойдет, нам приходится надеяться только на отдельное межпарламентское сотрудничество, и то после встречи. То есть это главный минус для нас, что эта встреча проходит в такой период, что мы вырезаем, скажем так, очень активно и практически часть внешнеполитического нашего визита, то есть работу с Конгрессом. Теперь про тон. Все, наверное, слышали и помнят заявление Рахами, что Зеленский чуть ли не поедет стучать кулаком по полу и разговаривать на повышенных тонах с Байденом. Собственно, какие для этого есть основания у Зеленского? Какие аргументы, что он может так себе позволить, или он так себе не может позволить? Скажем так, главный аргумент в эту сторону – это то, что других инструментов пока что нет. К несчастью. По сути, американцы воспринимают наши отношения скорее как общее инвестиционное мероприятие. Они инвестируют в наши реформы, они инвестируют в нашу обороноспособность и экономический, и политический свой капитал. То есть мы видим, как активно Байден эту повестку дня украинскую развивает со своей стороны. То есть он очень сильно в это вкладывается, он ставит, по сути, свой престиж и свою репутацию, подвязывает к нашему успеху. И в этот момент мы должны просто показать, что мы готовы исполнять свою часть работы. То есть правильно использовать предоставленные нам возможности. Сотрудничать по тем направлениям, которые интересны обоим государствам. И в конце концов показать результат по реформам. Чего от нас просят, не скажу требуют, просят последние 3-4 года. И в этот момент приезжать и, как вы хорошо сравнили, бить кулаком по столу, но это последнее, что нам нужно. Действительно, нужно отстаивать свою позицию. То есть нельзя давать заднюю, нельзя показывать, что мы как бы низший партнер в этих отношениях, потому что, опять-таки, возвращаясь к бизнес-модели, так не ведется бизнес. Нужно показать, что мы равноправная сторона, у которой есть свои обязанности, у которой есть свои привилегии. Но бить при этом по столу и фактически переходить на какие-то высокие тона, психовать, это точно лишнее. Просто нужно уверенно держать свою позицию и показать, что мы также двигаемся, мы также делаем то, что должны. А с чем мы туда поедем? Что мы можем показать? С реформами тут очень сложно. Тут скорее я сейчас буду очень помогать нашей делегации и прорабатывать хоть какой-то позитив. Первый позитив – это закон про деолигархизацию. Все-таки с какими недочетами, со многими проблемами в имплементации, но он есть. Американцы уже отметили, что это действительно тот прогресс, которого они ждали. Это пункт номер раз. Пункт номер два – это нормальные экономические показатели, которые, кстати, и Мировой банк, и МВФ отмечают, что экономика Украины намного лучше себя показывает, чем они прогнозировали еще в начале года. Я также был удивлен, но это все говорит о том, что, в принципе, это тот успешный кейс, который мы можем показать, что, вот, во-первых, ваша помощь нам помогает, извините за тавтологию, во-вторых, мы можем неплохо справляться с теми кризисами, которые идут, а в-третьих, это показывает то, что расширение экономического сотрудничества, в принципе, довольно ликвидная опция, что вы на этом не потеряете. Это пункт номер два. Пункт номер три – это успех Крымской платформы, на который я очень надеюсь, и успех и других форматов, то есть там экспертной сети, высшего уровня. Если мы покажем такую заинтересованность этой тематикой, это будет еще одно подкрепление позиции Байдена по Украине, что все-таки Украине нужно помогать, что все-таки Украина это важная внешнеполитическая точка на карте для США и для Запада в целом. И если мы покажем вот этот результат, если платформа не станет одномоментным саммитом, один раз провели и все, считаем это успехом. Если мы покажем, что это имеет какое-то развитие, это тоже будет позитив уже политической составляющей. Ну вот, когда мы о платформе, конечно, поговорим поподробнее, но вот давайте попробуем прокомментировать именно решение США отправить на этот саммит министра транспорта. Не чиновника не самого высшего, скажем, ранга. Да. Это действительно решение довольно интересное, но тут нужно опуститься, скажем, на личный аспект. Пит Бутиджедж, который является министром транспорта, кроме этого, он является условным, как и называют, де-факто послом по особым поручениям Байдена. Именно Бутиджедж был в составе
переговорной команды по выводу войск из Афганистана. Именно Бутиджич частично занимался выведением войск из Ирака, которое сейчас проходит. Хотя, опять-таки, казалось министр транспорта. Кроме того, именно благодаря тому, как отмечают многие аналитики, что Бутиджич в свое время снялся с выборов, где он почти догонял Байдена, будучи на 3-м месте, Байден получил знаковый перевес перед Сандерсом и смог занять лидирующее место среди демократов. И, по сути, Бутиджич представляет собой лидерство молодых демократов без уклона в социализм. То есть, по сути, если хотите, он такой себе молодой Байден. Он замена Байдену, и он чудесный из себя показатель американского политика. Ну, выпускник Гарварда, ветеран войны в Афганистане, знает 8 языков, самый молодой член кабинета. Кроме того, открытый гомосексуалист, то есть привлекает даже эту часть электората. По сути, многие американские эксперты говорят о том, что Бутиджич занимает пост министра транспорта весьма фиктивно. На самом же деле он является одним из первых людей в администрации, которые занимаются проблемными, кризисными или неудобными вопросами для Байдена. То есть, по сути, да, это действительно не тот уровень представительства, который мы ждали. Мы надеялись там на Камалу Харрис, как минимум. Мы надеялись на Блинкена. Но в то же время, если мы правильно используем визит Бутиджиджа, если мы дадим ему правильные посылы, то есть, грубо говоря, будем воспринимать его не как министра транспорта, а действительно как посла по особым поручениям Байдена, тогда, возможно, мы эту ситуацию сможем разрулить в позитивное для нас русло. А вывод войск из Афганистана – это его удачный кейс? Сложно сказать, потому что прямо сейчас мы видим кризисную ситуацию. Мы видим наступление Талибана, мы видим потерю северных провинций, городов северных провинций. Мы видим то, что американцы, несмотря на вывод войск, продолжают активные бомбоудары по позициям Талибана, и мы видим даже применение стратегических бомбардировщиков типа Б-52. Действительно, это кейс сложный, однако он далек от завершения, и в конце концов кто-то должен был этим заниматься. То есть Бутиджич далеко не единственный, кто за это ответственен, понятное дело. Он только как представитель Байдена во всем процессе. Но в то же время кейс еще развивается, и кто-то должен делать грязную работу, условно говоря. Ну вот ассоциации получаются не очень, когда мы говорим, что человек делает грязную работу, при этом приезжает к нам. Мы действительно должны понимать, что Украина в понимании американцев относится как раз к сложным геополитическим точкам. Наравне с Сирией, наравне с Ливией, наравне с Белоруссией. Это красная зона внешней политики США, в которой действительно нужно принимать серьезные меры. Если мы проанализируем последние стратегические документы Соединенных Штатов, которые касаются их внешнеполитических приоритетов, действительно Украина названа одной из точек противостояния Российской Федерации вообще российскому влиянию как таковому. Поэтому это скорее не то, что нас воспринимают как проблемный регион, это то, что нас воспринимают как сложный кейс по безопасности, сложный политический кейс, который действительно им должны заниматься профессионалы и люди надежные. Вот и получается, что это скорее не наш минус, это просто здравая оценка сложности всей ситуации, в которую мы попали из-за агрессии Российской Федерации. Вот вы когда говорите про то, что нас воспринимают как противодействие России, это так очень коррелируется с заявлениями Путина про проект антироссия, о том, что Украина – это проект антироссия. То есть мы, получается, между двух наковален? Я бы не сказал, что все прямо настолько радикально, что все настолько по-путински. Мы скорее являемся передовым форпостом Запада в противостоянии российской агрессии. То есть проблема от этого не меняется, от того, как мы воспринимаем. Путин называет это внешним управлением и действительно буферной зоной между собой и Западом. Запад называет это скорее нашим партнером на границе восточного фланга НАТО, который противостоит и попал под российскую агрессию. Мы в этот момент называем это нашим движением в трансатлантическую интеграцию и развитие отношений с Западом при противостоянии российской агрессии. Все дело в том, что если на это посмотреть в более глобальной перспективе, действительно, с карты геополитических противостояний, Украина является точкой такого противостояния. Так или иначе. В конце концов, если даже посмотреть ближайшую историю, несколько столетий назад, мы очень часто попадали в такую же ситуацию. Чисто из-за геостратегических факторов, из-за нашего расположения, из-за того, кто наши союзники, кто наши соседи, кто наши враги. Ситуация с точки зрения истории и геостратегии достаточно стандартная. И весь вопрос действительно в том, как мы будем из нее выходить. Пока что мы видим такую стратегию нашего сближения с Западом, укрепления наших позиций против Российской Федерации и создания для нее ситуации, когда любой конфликт с нами будет максимально дорогим.
принципе, пока что это движение планомерное, стабильное и, возможно, даст свои результаты. Ну, в идеале точку этого геополитического разлома желательно было бы куда-нибудь перенести на север, чтобы мы не всегда были на этом буфере. Конечно. Но если мы, по вашим словам, форпост, то форпост нужно как-то укреплять, да, и обеспечивать его современными системами безопасности. Об этом и будет тоже в том числе речь. Вот какой кейс мы оттуда должны привести? Про какую безопасность, про какую помощь может идти речь? Это сложный вопрос, потому что есть несколько вариантов, которые ведут нас в абсолютно разные направления. Скажем, очень популярно в свое время было обсуждение статуса основного союзника вне НАТО. Статус действительно важный, но в чем-то переоценен в Украине. Потому что, во-первых, этот статус касается в основном технического и экономического сотрудничества вооруженных сил. То есть фактически благодаря этому статусу украинские вооруженные силы получат лучший и более дешевый доступ к американским технологиям, к американскому самому модерновому вооружению и к общим тренировкам. Кроме того, это будут новые инфраструктурные проекты, в том числе в аэрокосмической сфере. То есть, по сути, это примерно то сотрудничество, в направлении которого мы сейчас движемся, но закреплено официальным документом. Но в чем проблема этого варианта? В том, что евроскептики и скептики Украины в НАТО, это, скажем, Венгрия, это, например, в свое время Франция, довольно активный украиноскептик, это Германия, увидев статус основного союзника вне НАТО, могут воспринять это как отказ Украины от любых амбиций по вступлению в НАТО. Ну, вы же ведь получили основного союзника вне НАТО. Значит, вы выбрали курс вне НАТО. Пожалуйста, продолжайте. Именно поэтому есть второй курс, который заключается в развитии уже существующих отношений. Мы с начала администрации Байдена видим и большее выделение военных бюджетов. Мы видим расширение технического сотрудничества. Мы видим, кстати, активное расширение сотрудничества в обмене опытом и в проведении общих учений. И не только с Соединенными Штатами, в тот же момент и с Британией, с которой у нас также новый стратегический договор есть. И с моей точки зрения, именно такое развитие было бы для нас логичным, потому что, оно делает, опять-таки, более доступным для ЗСУ и для наших вооруженных сил и иных силовых ведомств, более доступным западные наработки, при этом не ограничивая нас в политическом нашем движении в НАТО и не ограничивая нас в сотрудничестве с другими странами. Таким образом, выбирая вектор расширения существующего сотрудничества, мы оставляем себе перспективу вступления в НАТО, получения ПДЧ, далее вступления в НАТО, и при этом постоянно, планомерно усиливаем нашу обороноспособность против России. Буквально вчера, по-моему, посол Британии в Украине дала интервью журналистам и говорит, что у стран Североатлантического альянса нет вопроса, будет ли Украина членом НАТО, но речь идет о реформах, которые необходимы. То есть у нас есть сотрудничество на уровне военных, но буксует, скажем так, территориальная оборона, то есть взаимодействие внутри страны. Она упомянула и судебную реформу. Действительно ли причина в наших проблемах, вот в наших пробуксовках каких-то реформаторских, или просто вопрос очевиден и прост, вернее, на него ответ? Пока у нас есть конфликт, территориальный конфликт, пока мы не контролируем часть своих территорий, нам не светит быть в альянсе. Начну разматывать этот клубок с конца. По поводу территориального конфликта. Были примеры в истории НАТО, когда, в принципе, это не составляло особых проблем для Альянса. Потому что, все-таки, не будем забывать, это решение политическое. Скажем, в 1952 году, когда в Альянс пакетом вступили Греция и Турция, на тот момент, из-за того, что была угроза распространения коммунизма на их территории, тогда между Грецией и Турцией шла война. Ну, тут они, видимо, на чашу весов повесили, что лучше коммунизм или конфликт за остров, да? И они поняли, что и уже внутри НАТО этот конфликт был решен мировым согласием. То есть была проблема за территорию, но фактически это не стало какой-то проблемой для вступления в НАТО. Что касается вот этих реформ. Как эта ситуация выглядит? Есть определенный клуб тех, кто поддерживает, абсолютно поддерживает вступление Украины в НАТО. Это прежде всего Соединенные Штаты, это прежде всего Великобритания. Как мы видим по их заявлениям, как мы видим по их продвижению нашего Страны кейса. Балтии. Страны Балтии также, Польша, хотя с определенными предосторожностями. Условно говоря, Центрально-Восточная Европа,
кроме Венгрии, плюс США и Великобритания. Есть страны, которые сомневаются в том, что Украина прямо сейчас готова стать членом Альянса. Это Франция, Германия, Венгрия и некоторые другие страны, которые скорее воздержатся при голосовании, но так как у них нет политического интереса в этом вопросе. И потому, почему идет акцент на реформах? Потому что благодаря проведению этих реформ, благодаря показанию того, что Украина это успешный кейс внутреннеполитично, у наших союзников в НАТО будет больше аргументов для того, чтобы переубедить остальные страны Альянса, которые у нас сомневаются, в том, что сотрудничество с нами это не просто дыра, в которую будут закидывать деньги, пока она не закроется. То есть, если Украина станет сильным, успешным внутреннеполитичным кейсом, с проведенными реформами, с нормальной судебной системой, с антикоррупционной системой, это станет для наших союзников в НАТО прямым доказательством того, что с нами окей сотрудничать, что мы не будем провальным кейсом и что мы действительно сделаем альянс сильнее. Фактически, именно в таком ключе это нужно видеть, что мы, помогая себе, помогаем также нашим союзникам. Один из российских нарративов как раз говорит о том, что США, Украине не стоит надеяться на поддержку, на реальную поддержку в случае войны, на которую США подталкивает Украина, провоцируя на агрессию, на какие-то боевые действия на Донбассе, что США вступятся и приводят примеры в том того же Ирака и Афганистана, когда становится очень жарко, США убегают, оставляют своих союзников. А вот давайте про этот нарратив поговорим. Вот насколько он похож на правду, или правда, или ложь? Что это? А вот тут как раз очень важный аспект по поводу разницы между статусом основного союзника и статусом союзника в НАТО. Потому что не будем забывать, что и Ирак, и Афганистан имеют статус основного союзника вне НАТО. Этот статус не несет никаких гарантий безопасности. Этот статус несет лишь технические и экономические гарантии сотрудничества и расширения сотрудничества. В том-то и вопрос, что этот статус является для нас в этом плане даже опасным, потому что именно он соответствует вот этому российскому нарративу, что как будто бы американцы, поддерживая нас в свое время, в последний момент отступят. Статус члена Североатлантического альянса сразу же вводит нас в поле действия 5 статьи Вашингтонского договора, по которому нападение на любую страну НАТО считается нападением на весь блок. Действительно, будет очень опасный период между получением ПДЧ и, соответственно, вступлением Украины в НАТО. Это будет чуть ли не самый опасный для целостности Украины момент в ее истории. В каком плане опасно? Мы понимаем, как на это будет реагировать Россия. Для России это не то, что красный флаг, красная тряпка. Для России это та линия, за которой для нее начинается неизведанная терра инкогнита. Потому что Россия знает, как работать с Украиной, когда она не член НАТО. Россия знает, как работать с НАТО, когда она не настолько близко к ее границам. То есть фактически проходит граница только по странам Балтии и с Польшей или граница в Калининграде. Россия не знает, как работать в той реальности, когда Украина является членом НАТО. И поэтому она любыми способами будет пытаться этой реальности избежать. Мы помним, что было в последний раз, когда одной из стран бывшего Советского Союза пообещали ПДЧ. 2008 год, Грузия. Мы видим, как Россия может среагировать. Сейчас, конечно, уже далеко не 2008 и даже не 2014. Мы уже знаем, на что способна Россия. Мы знаем, как она панически, я бы сказал, маниакально будет реагировать на любые такие движения. И именно потому нам нужно к этому быть готовым. Но в то же время я хочу поставить на этом акцент. С моей точки зрения, у нас сейчас альтернатив в движению к вступлению в НАТО. Если мы говорим о стратегической перспективе безопасности Украины, у нас альтернатив нет. С чем мы можем поехать? С нашей стратегией, понятно, мы можем выбирать варианты, но ведь мы должны показать какую-то домашнюю работу, если так можно сказать. С чем мы туда поедем? Что мы будем говорить? Вот мы сделали, берите нас в НАТО. Пока что, к несчастью, это тот же вопрос, который задавали вначале, с чем мы едем в Вашингтон. Фактически, да, это тот же пробная поездка, и пока ехать мало. Как я говорил, закон про дегарихеризацию, номер раз. Нет, я имею в виду именно узкая тема, вот именно про НАТО, если будут идти разговоры о безопасности, о беспековом этом блоке. Наши союзники опять нас вернут на вопрос к реформам. Потому что в блоке по безопасности Украина, как это ни странно, соответствует в большинстве стандартам НАТО. Единственный вопрос, который к нам остается в сфере безопасности, это то, что они называют цивильный контроль за сбройными силами.
То есть фактически формирование Министерства обороны, отбор кадров, прозрачность работы Министерства обороны. А это опять-таки вопрос о государственных реформах, о реформе государственного управления, о прозрачности менеджмента и так далее. Фактически потому-то наши союзники постоянно и сворачивают тему на реформы, потому что это единственное, что нам осталось доделать. И уже сделав это, все остальное станет вопросом политической воли. А нет ли еще такой опасности, что все-таки не рискнут ни США, ни Европа пойти против воли России и будут ходить вокруг да около, только лишь оттягивая наше возможное вступление в НАТО? Тут интересный момент, опять-таки, политического взвешивания двух полюсов. То есть мы сейчас застаем с вами момент возвращения к появлению множественных центров силы, взвешивание сил между которыми и формирует правила игры этой системы. То есть условные два центра силы – это Пекин и Вашингтон. Пекин как альтернатива западной гегемонии, Вашингтон как центр все еще действующей гегемонии Запада и США в частности. И есть Россия, так называемый агент-пертурбатор. Условно говоря, это как Балканы середины 19 века. В любой момент может взорваться и разнесет к чертям вообще все существующие порядки. Поэтому почему они не дадут, скорее всего, заднюю? Россия делает все возможное для того, чтобы Запад все более и более склонялся к тому, что Украина должна быть частью НАТО. Мы видим и реакцию России на проведение учений, мы видим реакцию России на политическом уровне, мы видим внутренние политические процессы России с приближающимися выборы, которые связаны. И поэтому, так или иначе, Россия подталкивает Запад к пониманию того, что укреплять вот этот фланг противодействия российской агрессии, российской непредсказуемости с системной точки зрения необходимо. Что может еще больше подтолкнуть к этому Запад? Интеграция Беларуси. Как мы видим, последние 28 подписанных документов, так называемых дорожных карт интеграции, станут отличным для этого намеком. Ну и, конечно же, выборы, проведенные в сентябре этого года, мы примерно представляем, как они будут проведены. Кроме того, не будем забывать... Да. Россияне планируют их провести на оккупированных территориях, де-факто легализируя их как часть России, потому что иначе как мы можем воспринимать такой сигнал из Москвы. И так, шаг за шагом, россияне приближают понимание того, что другого пути у Запада и Украины нет. Раз вы уже затронули Беларусь, хотя нет, чуть попозже про Беларусь, давайте все-таки вернемся еще вот к такому сравнению, для того, чтобы понять мотивы США. Когда Джо Байдена избрали президентом, на него возлагали очень большие надежды, называли его чуть ли не ястребом, который будет вести агрессивную политику в отношении России. Но вот тут ситуация с Северным потоком показала, что он не ястреб, да, что он готов мириться с Европой. Да. И фактически это выглядит, как он уступил российскому давлению. Почему он не поступит точно так же с нашей историей, связанной с НАТО? Потому что с Северным потоком, во-первых, Северный поток и НАТО немножко разные кейсы по собственным акцентам. Северный поток в этой ситуации была ситуация, извините за тавтологию, которая угрожала напрямую союзникам США, то есть она угрожала Германии, угрожала многомиллиардными штрафами, компенсациями и всем остальным. То есть тут был чисто экономический интерес, который немцам нужно было преодолеть. Кроме того, история с Северным потоком, с моей точки зрения, далека от завершения. Почему? Потому что россияне не разносят процесс достройки потока и его легализации. В то же время, как мы видим по заявлениям Байдена и по его политике, что для него это абсолютно разные два трека. Как мы видим, до сих пор федеральное правительство Германии не дало разрешения крупным страховым компаниям работать с Северным потоком-2. То же самое касается больших банков. А как мы помним, по документальным процедурам Европейского Союза для сертификации такого проекта необходима и страховая компания, которая будет сотрудничать, и банк, который предоставляет лизинговые услуги. А самое главное, проект должен соответствовать двум крупным документальным изложениям, а именно третьему энергопакету Европейского Союза и новому зеленому договору Европейского Союза. И тут возникают две большие проблемы для России. Третий энергопакет в свое время загубил проект Южного потока. Как мы помним, из 4 веток, которые тянули из Южной России, протянули только 2.
Одну из них фактически полностью взяла под себя Турция, благодаря своему более дешевому газу. А остальная, последняя ветка, четвертая, так и не окупила себя за все эти 10 лет, что она работает, так как благодаря третьему энергопакету ей пришлось торговать газом, ей, России, по ценам Европейского Союза. А тут она не может конкурировать, так как намного дороже выходит и транспортировка, и добыча, и все остальное. Чем нам еще интересно зеленый договор Европейского Союза? Тем, что Северный поток никак в него не вписывается. И этот вопрос не поднимался на моменте постройки, потому что, опять-таки, европейцы разносят вопрос постройки, потока, ну, вообще любого энерготрубы, да, и его запуска. Опять-таки, в соответствии с третьим энергопакетом, это разделение ответственности. То есть, кто добывает, кто перевозит, кто продает. Кто добывает и кто перевозит, европейцы этот вопрос закрыли, они дали достроить поток. Теперь вопрос, кто продает. И именно на этом моменте они как раз могут этот проект все еще остановить и как-то использовать в свою сторону. То же самое касается НАТО. Нам бы хотелось все это воспринимать очень прямолинейно. Что вот Байден выйдет, скажет, все, Украина в НАТО, решено, никаких вопросов. Россия что-то начинает делать, мы ее остановим, у нас есть истребители, силы. На самом деле Байден играет намного мягче. Байден играет намного в стиле 80-х, я бы сказал. Вспомним, что было у нас в 80-х. У нас было наращивание ядерного арсенала. Что мы видим, кстати, сейчас? Байден намного увеличил финансирование, наращивание ракет наземного базирования для глобального сдерживания. То же самое мы видим у британцев. На треть увеличивается ядерный арсенал. Впервые с времен Холодной войны. И при этом мы продолжаем говорить со страной-агрессором на мягкие темы. Мы приглашаем их на саммит по экологии. Мы один раз можем встретиться с их президентом на нейтральной территории в Швейцарии и просто сказать, что относительно все хорошо. Мы можем попробовать затронуть темы политической свободы и прав человека, но не более. И эти встречи не заканчивают санкции. Эти встречи не отменяют наращивание вооружений, и эти встречи не отменяют внешнего давления. Мы имеем дело с многовекторной игрой, где на одном векторе могут идти поступки, на другом векторе начинается сильнее давление. Примерно так я бы рассматривал вопрос вступления Украины в НАТО. И то есть, продолжая вашу тему, я с вами согласен, что тут возможны определенные проблемы. Но главная проблема в том, нам нужно понять, где будут уступки, а где будут продвижения. Я не думаю, что уступки будут по самому вопросу вступления Украины в НАТО. Поэтому нам нужно разобраться, чем именно Америка готова, где она готова отступить для того, чтобы продавить вопрос Украины в НАТО. Давайте перейдем к другой теме. Сейчас активно идет подготовка к саммиту Крымской платформы. Прошел форум с экспертами. И вот один из них с нами на связи. Это Евгений Ярошенко, правозащитник из Крымсос. Я приветствую вас. Добрый день. К сожалению, мы вас, Евгений, не слышим. Давайте... Вы меня слышите, Евгений? Да, я вас слышу отлично. Да, все отлично, сейчас есть звук. Да. Расскажите о итогах этого форума. Вот какие у вас впечатления остались о нем? Да, нужно отметить, что в ближайшую пятницу был официально дан старт Крымской платформе. В пятницу было первое заседание экспертной мережи Крымской платформы. Что это такое? Крымская платформа из 4 уровней состоит. Наивысший уровень, там где президенты, премьер-министры, уровень министров иностранных дел, межпарламентский уровень, есть экспертный уровень. Так вот, это была экспертная мережа, в которую входят около 180 украинских и иностранных экспертов. И эти эксперты в разных тематических группах будут обсуждать какие-то вопросы, связанные с деоккупацией Крыма. Это вопросы безопасности в Черноморском регионе, вопросы экологии, прав человека и так далее. И в эту пятницу официально был дан старт экспертной мережи, поскольку все понимают, и дипломаты, и иностранные партнеры, что без качественной экспертизы, без качественной аналитики трудно как-то координировать международные усилия по деоккупации полуострова. У вас уже есть примерное понимание, что удалось наработать, что будет использовано на саммите? Вот на уровне экспертов. По состоянию на сегодня можно сказать, что
Есть 7 экспертных групп разных тематических. Каждая из групп выработала общее представление проблематики. Ну, например, проблематика экологии Крыма. Им разработан ряд предложений, как нужно действовать, на что акцентировать внимание Украине, другим государствам, международным организациям, для того, чтобы общие усилия были более эффективны. Ну и ожидается, что эксперты 23 августа смогут представить заключительный документ в виде общего заявления экспертной группы. Расскажите о работе в вашей группе. О чем вы договаривались, какие темы поднимали? Да. Я являюсь одним из участников группы, которая называется «Экономика и экология». Мы рассматривали такие проблемы, которые возникли в ходе оккупации Крыма Российской Федерацией, или те, которые долгое время не решались, но обострились за последние годы. Это, например, вопрос загрязнения Черного моря разными веществами. Это угроза потери биоразнообразия. Например, в Керченском проливе водятся редкие дельфины. Из-за строительства печально известного Керченского моста эти дельфины теперь под угрозой исчезновения. Или же рыбы в таких горных реках, как Бию-Карасу, которым угрожает угроза существования из-за авантюрных решений по перекрытию рек, по перебрасыванию воды из разных горных рек в водохранилища. Также нельзя не отметить то, насколько вопрос ухудшения экологии влияет на права человека. Ведь это затрагивает ухудшение воздуха, окружающей среды на всех людей, независимо от их этнического происхождения, от их социального происхождения или от их каких-то политических взглядов. Ведь все это отражается так или иначе на их здоровье, на их уровне жизни, ну и на других составляющих. Ну и также, конечно же, мы поднимаем вопрос о том, как нужно координировать усилия, чтобы привлечь Россию и должностных лиц оккупационной администрации к ответственности за уничтожение окружающей среды Крыма. Например, за уничтожение заповедников, уничтожение Бакальской косы, Керченский мост и другие проекты. И у вас уже есть ответ, как привлечь? Можно сказать, что привлечение к ответственности должно быть многоплановое, многоуровневое. Для этого требуется искать международный опыт того, как в разных вооруженных конфликтах, какая норма международного права была использована для того, чтобы привлечь то или иное должностное лицо к уголовной ответственности за эти вещи. Эта задача осложняется тем, что в условиях мира на данный момент очень редко были случаи, когда удавалось именно к уголовной ответственности за уничтожение экологии привлечь кого-то. Да, можно было за геноцид, можно было за преступление против человечности, за пытки, за насильственное исчезновение, но вот именно за экологию пока трудно. Поэтому есть предложение применять другие нормы, которые так или иначе тоже затрагивают экологию и нарушают другие права человека. Ну и точно так же есть предложение присоединить к одной из жалоб Украины в ЕСПЧ, присоединить экологическую составляющую. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Евгений Ярошенко, правозащитник Крымсос. Благодарю вас. Вы тоже, да, были одним из организаторов этого экспертного совета? Да, я скромно присоединился к административной части организации этого. Вот расскажите нам инсайды, вот что там происходило, что интересно. В общем, зачем вообще нам нужен был инаугурационный форум, как мы его называли, крымской экспертной сети Крымской платформы? Мы заметили, что среди наших... Громкое такое название. Инаугурационный. Потому что это действительно был официальный старт нашей работы. На самом деле экспертная сеть,
группа по созданию экспертной сети работала уже несколько месяцев. Прорабатывались модели сотрудничества с иностранными экспертами, с органами государственной власти в Украине, с парламентами и так далее. Нарабатывались контакты тех экспертов, которых мы в конце концов пригласили. Зачем нужен был этот форум? Какая основная цель вообще экспертной сети? Мы заметили большой интерес от наших иностранных партнеров и на экспертном уровне, и на дипломатическом конкретно к этому измерению работы. Потому что в отличие от более высоких уровней, скажем, как упоминал Евгений, уровень глав государств, парламентов, уровень министерств, уровень парламентов, уровень экспертной сети, он более свободен, что ли, в своих позициях, в своих высказываниях и в своем подходе к решению вопроса. То есть даже эксперты из тех стран, которым сложно напрямую выступать против России, в формате этой сети действительно могут заниматься проектами по противодействию российской агрессии, действительно могут каким-то образом продвигать определенные решения. И в конце концов, благодаря продуктам нашей сети, мы действительно сможем влиять на определенные решения на высоком уровне. Так как уже есть определенное понимание того, что продукты экспертной сети будут основой стратегии и основой решений, принятых на самом высоком уровне. Фактически приятно в этом случае отметить и поддержку иностранных посольств, и интерес иностранных дипломатов к этому, что в принципе показывает, что не только в Украине, но и среди стран-партнеров есть понимание важности экспертного измерения и есть понимание того, что именно экспертное измерение даст основной, скажем, интеллектуальный продукт существования Крымской платформы как таковой. А вот что это за продукт? Его же можно пощупать? В перспективе то, что планируется, это действительно абсолютно точный и измеряемый в показателях план по деоккупации и дальнейшей реинтеграции полуострова Крым. На данном этапе разрабатываются подходы к нему. То есть, вот как говорил Евгений, есть экологическая группа, есть группа, занимающаяся санкциями, группа по безопасности, по гуманитарным вопросам, по международному праву, группа по культурному наследию. Каждая из них со своей стороны ищет определенный подход. Какие инструменты будут самые эффективные, с чего надо начинать, какие страны, какие альянсы, какие нужно применять силы политические. И таким образом, когда мы увидим общую картину нашего взгляда на этот вопрос, когда мы поймем, насколько влиятельной является экспертная продукция нашей сети, тогда мы сможем действительно перейти к составлению единой общей национальной международной стратегии. Чтобы это просто не затянулось в какой-то бесконечном процессе производства, потому что и про план деоккупации мы уже тоже слышим, вроде как стратегия даже появилась. А это будет дополнение к ней или что? Это скорее будут уже практические шаги. То есть мы понимаем, что та стратегия деоккупации, которая есть, она также предполагает определенные движения. То есть что не просто мы должны деоккупировать, а это действительно определенные шаги. Каждый из этих шагов сопряжен с определенными рисками, с определенными новыми вызовами и новыми задачами. Например? Например, и как только начинается международное давление, то есть не только санкционное, а политическое, то есть один из первых шагов – это усиление международного давления, сразу возникает вопрос, по каким сферам это давление нужно идти, какие инструменты использовать, если мы видим, что санкции не настолько действенны. Начинается противодействие России. Соответственно, встает вопрос, как это противодействие нивелировать так, чтобы этот кейс правильно донести и правильно сформулировать. На каждом этом этапе нужны, соответственно, новые инструменты, нужно, соответственно, новые типы реагирования. Фактически работа экспертной сети будет зависеть и проявляться как раз в том, что на каждом этом этапе мы будем иметь дело не просто с политической импровизацией, а с действительно каким-то продуманным нормальным подходом. И по поводу вашего вопроса, насколько это затянется, вопрос абсолютно правильный, но фактически наличие вот этой государственной стратегии реинтеграции и планомерное ее исполнение будет таким временным фреймом, который будет держать и нас также в определенных рамках. Это не какая-то аналитика к саммиту, нет? Скажем так, это далеко не основная часть нашей работы. То есть, да, действительно, к саммиту мы также готовим определенные документы, определенные заявления, определенные позиции. Но в отличие от саммита общего, который будет проходить раз в год, раз в 2 года, экспертная сеть будет работать постоянно. Как я говорил, мы более свободны в своей работе, мы не ограничены
рамками определенных саммитов или определенных форматов работы министерства. Наши рабочие группы независимы, они работают по своим определенным паттернам, но при этом они постоянно отчитываются о результативности своей работы, о том, как она воплощается и где она проявляется. То есть экспертная сеть будет работать постоянно, круглогодично, и практически постоянно будут поддерживать решения правительства и Украины, и других правительств собственными стратегиями, собственными подходами и собственным анализом ситуации. А если говорить об экспертах, что это за эксперты? Какого рода? Это всевозможные эксперты, начиная от людей, которые занимались крымской проблематикой, начиная с 2014 года. Это эксперты из Крыма, это эксперты по очень разным областям. Это также люди, которые только начинают заниматься этой проблематикой, хотят действительно помочь этому движению, хотят действительно помочь крымской платформе. И они только начинают с этим работать, они также вовлекаются в процесс. Потому что экспертная сеть – это не только новые наработки, это какие-то новые решения. Это также огромный конгломерат, огромная библиотека данных, знаний и экспертных оценок, которые мы накапливали, начиная с 2014 года. Это также гигантская экспертиза отдельных наших членов, которые действительно могут подготовить и новое поколение экспертов, и помочь уже сейчас работающим коллегам войти в этот контекст. Это один, кстати, из тех запросов, которые мы много слышали от наших западных коллег из экспертных кругов. Им просто не хватает информации. У них ее фактически нет. Та информация, которую они добывают из общедоступных источников, или создана россиянами, или ими редактируется, или каким-то образом является очень ограниченной. И потому еще одна цель, такая более неформальная цель экспертной сети, это именно информирование профессиональных кругов за рубежом, информирование наших коллег о том, что действительно происходит, где можно взять точные данные, где можно взять адекватную информацию о том, что происходит в Крыму и вокруг крымской проблемы, и, соответственно, лучше и качественнее подходить к работе с этим кейсом. А как представлены в этом экспертном обществе коренные народы? Мы очень тесно сотрудничаем с Меджлисом крымско-татарского народа. Мы очень активно сотрудничаем с представителями крымского правозащитного общества. Мы сотрудничаем с экспертами из Крыма, в том числе с экспертами среди крымских татар. Фактически у нас в последние недели создалась отдельная группа по защите прав коренных народов Крыма, которая также имеет свою повестку, имеет свои документы и уже проводит первые рабочие встречи и выдает первые документы. То есть... А если можно поподробнее, что за группа, кто участвует, какие первые документы? Я думаю, они скоро сами смогут нормально огласить о своей деятельности, потому что, как я говорил, мы работаем независимо, скорее мы являемся такой... як це кажуть, прослойковую организацию для этих отдельных рабочих групп. Я бы скорее оставил этот весь вопрос коллегам, потому что я занимаюсь более общими вопросами организации. Окей. Давайте тогда по поводу самого саммита. Какие надежды вы на него возлагаете? Есть ли у вас какая-то информация о представительстве? Вот мы слышим про министра транспорта США, мы слышим, что будут главы государств. Кулеба сегодня заявил, что сегодня еще одна европейская страна добавилась, теперь их 34. Но у нас до сих пор нет представления, кто эти люди, кто будет участвовать. И, собственно, что, кроме намерений и декларации о намерениях, там будет подписано? Действительно, пока информация ограничена. То есть мы видим, что Министерство иностранных дел перестраховывается. Как сам заявлял Кулеба, очень многие подтвердят свое участие буквально за несколько дней до самого саммита. Потому что мы видим активное противодействие России в этом ключе. Вездесущее и всемогущее получается. К несчастью. Но в этом случае они работают даже очень точково. Представим ситуацию, что некая страна, которая зависит от России энергетически, экономически, политически, заявляет о своем намерении принимать участие в Крымской платформе. Например, сейчас, оставляя 2 недели, условно, 1,5 недели до саммита. За эти 1,5 недели россияне действительно имеют потенциал повлиять каким-то образом, грубо говоря, как любят говорить в медиа, перекрыть вентиль трубы, закрыть какие-то кредитные программы, начать какое-то давление через свои партии. Поэтому многие страны действительно перестраховываются и хотят в последние моменты просто об этом объявить. Что-то может быть. Первично, действительно, это декларация о намерениях, это определенная стратегия того, как будет работать крымская платформа, и это определенное видение того, каким этот формат будет. Потому что здесь, к несчастью, мы до сих пор имеем некоторые вопросы.
Скажем, мы помним заявление заступницы министра иностранных дел Эмине Джапаровой, что, возможно, мы припаркуем крымскую платформу в ООН. Да, и не сможем ее проводить ежегодно в Крым. Да, возможно, это действительно станет независимым форматом, но это зависит от того, активно ли к нам будут проявлять интерес, и интересно ли будет это именно на уровне глав государств и парламентов. Поэтому это еще один вопрос, который будет решать верхние эшелоны саммита, а что это будет, собственно, за платформа. Потому что, возвращаясь к теме экспертной среды, у нас все относительно понятно. Это независимая гигантская экспертная сеть, сейчас уже около 30-40 стран объявили, эксперты из 30-40 стран объявили о том, что не заинтересованы в участии. Многие страны даже не те, которые заявили о своей готовности участвовать на высоком уровне. Если получится после саммита нам понять, какая структура будет у саммита глав держав и парламентов, у саммита министров иностранных дел и у парламентского уровня, это также буду считать достижением этого первого саммита. Мы должны понимать, что первый саммит – это действительно о том, чтобы установить правила игры, чтобы установить общие принципы работы и установить общие цели, что очень главное. И если эти 3 пункта будут выполнены, мы можем считать, что первый саммит прошел успешно. Знаете, как люди воспринимают. Ждут больших людей, которые управляют миром, что они соберутся, выработают какое-то решение, которое позволит деоккупировать Крым и Донбасс. И эти надежды могут просто обмануться в этот момент. К несчастью, да. К несчастью, но до сих пор есть такое восприятие, что если группа президентов что-то сказала, на следующий день это буквально так выполнено, просто потому что они решили. На самом деле это уже вопрос коммуникации. Каким образом нам прокоммуницировать результаты этого саммита так, чтобы он считался успешным не только на уровне экспертном, не только на уровне медиа, не только на уровне политиков. Тут есть несколько подходов. Общая декларация, которая будет принята, если украинской стороне удастся пропихнуть в этом документе, именно пропихнуть, потому что иначе это не назвать, несколько острых тезисов. Каких? Это может быть... Например, то, о чем всегда говорит Байден, что при наличествующей ситуации мы никогда не признаем Крым российским и никогда не подтвердим адекватность и претензии России ни на восток Украины, ни на временно оккупированный Крым. А почему это нужно пропихивать, если это ключевой момент? Это ключевой момент, но это важно почти в каждом документе утверждать. И почему пропихивать? Потому что мы видим, как постоянно изменяется ситуация и вокруг союзников России, и вокруг тех, кто зависит от России, и вокруг экономичных партнеров России. Чем вам не ситуация с Северным потоком-2? Каждый раз мы должны напоминать другим странам, что подпись ваша под таким заявлением показывает вашу приверженность международному праву и, соответственно, мировому порядку, основанному на международном праве. Почему именно пропихивать? Потому что, опять-таки, как мы с вами уже говорили, Россия не дремлет, Россия работает 24/7 над тем, чтобы установить новый мировой порядок, на том, чтобы не дать ему работать так, как он работал. Потому мы должны это, опять-таки, тут подписать. Что еще может быть важным, что еще может быть таким зычным, скажем, в этой декларации? Например, признание прав коренных народов. Многие страны от этого пока что воздерживались. Например, признание открытости судоходства в территориальных водах Украины. А признание Крыма украинским, соответственно, делает территориальные воды России, как она их сейчас считает, территориальными водами Украины. И такие инциденты, как были с эсминцем Defender, не будут повторяться, или как минимум Россия таким образом будет еще больше всех настраивать против себя. Кроме того, вопрос с бесполетной зоной над Крымом и, в принципе, над контролем неба над Крымом. Сейчас Россия контролирует небо над Крымом незаконно, нелегально. И решение этого вопроса также нанесет удар по российскому авторитету над полуостровом и, наоборот, поднимет, опять-таки, очень сложную проблему по безопасности в Черноморском регионе и очень выгодном для Украины ракурсе. Но не будет ли это констатацией уже существующих фактов? То есть... И так весь мир считает Черное море, и, по крайней мере, у крымских берегов территориальными водами Украины. И так небо там закрыто, и так никто не признает Крым. Даже Лукашенко, и тот не признает Крым российским. Но это будет, не будет ли это просто дублирование, повторение? А вот тут возникает вопрос с дополнительными документами. Потому что в отличие от отдельных, скажем, резолюций ООН, от отдельных заявлений политиков на пресс-брифингах, обычно подобные договоренности на
тематических саммитах, а это именно тематический саммит по поводу Крыма, они подкрепляются дополнительными документами. То есть, если мы вспомним любые тематические саммиты, которые проводились еще во времена Холодной войны, а как мы уже говорили, мы понемножку возвращаемся к тем правилам игры, каждый из них поддерживался огромным количеством дополнительных стратегий, дополнительных шагов, дополнительных определенных меморандумов, стратегий, правил и так далее и тому подобное. И поэтому я считаю, что действительно каждый пункт этого меморандума, каждый пункт заявления по результату саммита Крымской платформы будет эффективным, если он будет поддержан определенной стратегией. Это частично также и работа экспертной среды, это в основном работа, конечно, высокого уровня, но если этот меморандум будет подписан с такими оговорками, с тем, что каждый этот пункт – это не просто заявление, что Крым украинский, а это еще, скажем, Крым украинский, а поэтому должно имплементироваться на международном уровне стратегия деоккупации. Да, небо над Крымом остается бесполетным до того момента, как, и дальше целый список требований. Да, территориальные воды вокруг Крыма являются украинскими, а именно потому России возбраняется то. То есть, таким образом, инструментальным этот документ сделает его неофициальная часть. Благодарю вас за то, что так подробно и профессионально рассказали нам о перспективах, в том числе и Крымской платформы. Но наше время подошло к концу. Гостем моей студии был Александр Краев, эксперт Рады внешней политики «Украинская призма». Я не прощаюсь. Через 5 минут снова увидимся в этой студии. Не переключайте и подписывайтесь на наш YouTube-канал и на наш Patreon. Спасибо, что были с нами.